В нем говорится, в частности, ситуация в Чечне стала неуправляемой и практически вышла из-под контроля и грозит повлечь за собой самые тяжкие последствия, включая широкомасштабные вооруженные столкновения. Политика нынешнего руководства Чеченской Республики стала главным дестабилизирующим фактором на Северном Кавказе. В республике множатся здоровые силы, отмечается в заявлении, борющиеся за восстановление конституционного и элементарного правопорядка, за установление добрых отношений с Россией. Правительство России со всей определенностью заявляет, что если в отношении граждан Российской Республики, проживающих в Чеченской Республике, будь то чеченцы, русские или ингуши, и впредь будет применяться насилие, то оно будет вынуждено в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации защитить россиян, подчеркивается в этом документе. Вместе с тем вновь подтверждается, что путь к согласию и миру в Чеченской Республике пролегает через проведение здесь свободных демократических выборов, через нормализацию на конституционно-договорной основе ее отношений с Российской Федерацией. События вокруг Чечни, судя по всему, действительно вступают в кульминационную стадию. Об этом свидетельствуют резкие заявления самого президента Дудаева и его приказ, например, сбивать все воздушные объекты России, вторгшиеся в воздушное пространство Чечни. Правда, уже сегодня, как сообщает агентство «Постфактум», все ракетные установки Чечни переведены в обычный режим слежения. Между тем, в последние дни зафиксированы полеты вертолетов с территории Чечни над районами чрезвычайного положения в зоне осетино-ингушского конфликта, о чем нам стало известно из хорошо информированных источников во временной администрации. Там считают, что это может свидетельствовать о подготовке к провокационным действиям Грозного, чтобы столкнуть народы Северной Осетии и Ингушетии. По утверждениям этого же источника, окружение президента Чечни готовит провокационные действия в пригородном районе с целью отвлечь внимание России от ситуации в самой Чечне, а также от убийства заложников.